председатель Союза писателей Чеченской Республики Ибрагимов Канта, кавалер ордена Кадырова. На мой взгляд, к юбилею 90-летию мы подошли с большими успехами. Это все благодаря помощи главы Чеченской Республики Радлана Ахматовича Кадырова. Мы каждый год выпускаем 20-25 книг наших авторов. У нас создана секция молодых писателей и поэтов, которые пишут в основном на чеченском языке. И мы чтим своих юбиляров, пожилых людей. И самое главное, и то, что огромная помощь оказывается пожилым писателям нашей республики со стороны главы Чеченской Республики. Сегодня наша литература отвечает высшим мировым требованиям, критериям. То есть, грубо сказать, литература не измеряется сантиметром. Тем не менее, если наше произведение переводится на китайский, вьетнамский, европейский, арабский языки, то это литература мирового класса и качества, я считаю так. Уникальность Чеченского союза писателей заключается прежде всего в том, что история союза очень трагична. Очень трагична. Но в последнее время уникальность в том, что мы сегодня, Союз писателей, перед ним стоят очень большие задачи. Это сохранение, развитие нашего языка, это воспитание молодых писателей, поэтов, которые думают, пишут и живут по нашим датам, по нашим законам и говорят на чеченском языке. И это главная задача развития литературного процесса. Сегодня мы не можем представить себе Чеченскую республику, чеченский народ без произведений Абузара Айдамирова, без Магомеда Мамакаева, Арбиба Мамакаева, Хайда Ашаева. Эти люди внесли огромный вклад в развитие нашего искусства, нашей культуры, нашей литературы. Иванов Николай Федорович, председатель правления Союза писателей России. Сегодня Чечня вдруг стала своеобразным центром на литературной карте России. Здесь, если так смотреть, в одной точке собралось, по-моему, 8 председателей правления Союза писателей разных регионов, республик нашей страны. И вот такое сосредоточие – это дань уважения чеченской литературе, дань уважения чеченскому народу, дань уважения Чечне, которая сумела сохранить Союз писателей Чечни, которая оказывает существенное влияние на формирование литературного процесса в республике, которая с уважением относится к тем, кто владеет словом. Мы приехали в Чечню, чтобы поздравить наших друзей по Перу, своих коллег по литературе с 90-летием. Это одна из самых старейших писательских организаций в стране. Даже Союза писателей России, в который входит Союз писателей Чечни, он намного моложе, нам всего 60 лет, вам 90 и нам 90. Мы так будем говорить, потому что мы не делим литературы народа в России на наши, ваши, Северный Кавказ нет. Гордость великая и гордость за именно чеченских писателей. Ни один чеченский писатель не вышел из Союза писателей России, даже вот во время событий 90-х годов. Да. Это говорит о зрелости, это говорит о мудрости, это говорит о желании чеченских писателей работать на благо и родного края, и страны в целом.